В Ухте будут готовить экоактивистов для помощи в борьбе с нефтеразливами. На базе Института дополнительного профессионального образования Ухтинского государственного технического университета стартовала первая в России бесплатная образовательная программа по теме ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. 30 участников со всей страны, прошедших конкурсный отбор, уже приступили к занятиям. Подробности у Виктории Науменко. Бесплатное доступное обучение в дистанционном и очном формате. Среди наставников опытные специалисты не только из УГТУ, но и Госсовета, природоохранной прокуратуры, регионального Росприроднадзора, Общероссийского народного фронта, действующих представителей лесничеств и Комитета спасения Печоры. Уникальную программу удалось реализовать при поддержке Фонда экологических и социально значимых проектов «Ресурсный центр Арктика» по инициативе сенатора от Коми Елены Шумиловой. Когда возник вопрос по нефтеразливу прошлогоднему, и когда вышли люди на локализацию, в том числе, вот этот запрос и появился: подготовка, качественная подготовка кадров из среды общественников, из среды эковолонтеров неравнодушных, и их нужно было обучить. Лучшая база у нас в УГТУ. Имея определенный набор знаний, ты можешь качественно оформить нефтеразлив, качественно подготовить документы, и чтобы это не ушло куда-то в стол. Важно, чтобы как можно быстрее была реакция на месте. Первый курс участников организаторам пришлось выбирать из сотни желающих из разных регионов России. Конкурсный отбор проходил в 2 этапа. На первом заочном желающие заполняли анкету и отправляли презентацию о своей деятельности в области экологии и социально значимых проектах. Второй этап – онлайн-собеседование. Главный критерий отбора – активная гражданская позиция, опыт участия в решении экологических проблем и, главное, заинтересованность. В итоге со всей страны отобрали 30 слушателей – из Москвы, Санкт-Петербурга, других городов, но большая часть волонтеров все же из Республики Коми. Уже проходит с 16 числа курс лекций онлайн, да, и мы будем потом уходить на каникулы и писать свои проекты, создавать свои проекты, которые будут, тройка лучших будет реализована. Есть идеи по проекту, это «Чистая река», то есть я планирую создать проект по очистке реки Ухты от загрязнений. Вообще сама вот эта идея возникла, когда я выезжала в Исландию, представляла Россию на ассамблее полярников, на ассамблее арктической. И как раз-таки молодежь, которая выехала из России, они и предложили организовать и их тоже. То есть сегодня у нас слушатель не только Республика Коми, не только Россия. Есть и блогеры, и эко-волонтеры, которые живут в Финляндии, в Норвегии, в Исландии и так далее. Этот опыт после апробации в Коми будет предложен другим регионам России для реализации программ и проектов по экологическому надзору. При этом набор на программу будет регулярным. Заявки на обучение можно подать на сайте Фонда экологических и социально значимых проектов «Ресурсный центр Арктика» либо на сайте Института дополнительного профессионального образования УГТУ. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.